Читаем парламентскую газету от 12 октября 2017 года под номером 37. Статья «Привился от гриппа, получи выходной». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает предоставить дополнительные выходные всем, кто сделал прививку от гриппа. Он уверен, что реализация такого предложения поможет стимулировать добровольную вакцинацию. Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день, в том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу, рассказал Жириновский парламентской газете. При этом он добавил, что ему дополнительные выходные не требуются, так как работает он с утра до глубокой ночи 7 дней в неделю. Но для многих это может стать стимулом. Да и работодатель должен быть рад. Лучше человек пропустит один день после прививки, чем неделю во время болезни, объяснил глава ЛДПР. Он также рассказал о том, что одним из первых сделал прививку и настоятельно рекомендовал всем сотрудникам и депутатам от ЛДПР в максимально короткие сроки пройти профилактическую вакцинацию. Тем более в этом году нам обещают какие-то опасные штаммы вируса, подчеркнул Жириновский. Парламентская газета обратилась к законодателям с вопросом, что они думают по поводу возможных нововведений. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что подобные преференции вполне можно прописывать не отдельным законом, а с помощью коллективных трудовых договоров между работниками и работодателями. Если давать просто выходной день за то, что человек прошел вакцинацию, то это станет дополнительной нагрузкой на бизнес, уверен сенатор. По его словам, в коллективном договоре можно прописать все правила взаимодействия работников и работодателей, вплоть до участия последних в процессе оздоровления коллектива. Рязанский напомнил, что в Советском Союзе применяли, например, такие нормы. Некурящий человек, не имевший ни одного больничного в течение года, получал дополнительные дни к отпуску. Отчасти поддержал Владимира Жириновского член Социального комитета Палаты регионов Владимир Круглый. Как врач по профессии он отметил, что, например, большинство прививок, в том числе и от гриппа, взрослыми людьми переносится легко. Укололся и пошел. А вот детский организм может повести себя непредсказуемо. Поэтому вполне можно освобождать детей от школы, а также родителей дошкольников от работы в день прививки их малыша. Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов считает, что вопросы вакцинации нельзя унифицировать. Ведь делать или не делать прививку – вопрос личного выбора каждого человека. Многие отказываются от прививок, потому что кому-то их просто нельзя делать, подчеркнул Милонов. Он, к слову, отметил, что в России давно пора заняться мониторингом качества вакцин. Роспотребнадзор мог бы проверить, насколько качественные у нас прививки и где гарантия, что вам будет привита нормальная вакцина. Статью подготовила Ксения Редичкина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.